Это блюдо называют по-разному: казахский жаппасай, ленивая манта или даже индийская манта. Как ни назови, получается нереально вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Сначала на разогретый казан закидываем мелко нарезанное мясо и обжариваем до румяной корочки. Дальше по классике добавляем лук, морковь. Сразу скажу, что казан у меня чугунный, он изначально черный и довольно тяжелый. Иногда в комментариях пишут: фу, какой грязный казан, попробуй отмыть. Но на самом деле такой внешний вид это нормально для чугуна. Мне лично очень нравится готовить именно в этом казане. Так вот, мы хорошо обжарили мясо с овощами, добавили специи, теперь заливаем водой и оставляем вариться на медленном огне примерно 30 минут. Здесь я решила сварить компот для детей, добавила замороженные фрукты и даже те яблоки, которые они надкусили, но так и не доели. Дальше в казан добавляем картошку, нарезанную кубиками, и варим на медленном огне до полной готовности картофеля. А в компот я добавила немного сахара по вкусу и тоже прокипятила около 20 минут. Теперь переходим к приготовлению основного компонента ленивых мантов. Это тесто. В этот раз я взяла готовое замороженное тесто для мантов, но при желании вы можете замесить тесто вручную, раскатать его и нарезать вот так. Каждый кусочек теста смазываем растительным маслом, потом выкладываем их сверху в казан. Не переживайте, тесто не слипнется, благодаря маслу она хорошо пропаривается и остается аккуратным. Закрываем казан крышкой и оставляем на слабом огне еще на 15-20 минут. Вот и все, наш жаппасай или индийская манта готов. Обязательно попробуйте приготовить, получается нереально, даже очень вкусным. До этого я вела свою страницу только на казахском языке, теперь учусь вести ее на русском, поэтому обязательно подпишитесь и поставьте лайки.